Период выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса для работников социальных учреждений, в частности интернатов для пожилых и инвалидов, будет продлен до 15 ноября. Сумма выплат при этом увеличится почти на 3 миллиарда рублей. В этой связи потребуется выделение в текущем году Минтруду России из резервного фонда правительства около 2 миллиардов 850 миллионов рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации на протяжении смены. Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тысяч рублей за каждую смену. А если во время смены они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тысяч рублей за смену. Если во время смены эти сотрудники помогали гражданам с коронавирусом, то доплата будет увеличена до 35 тысяч рублей. Младший персонал также получит по 15 тысяч рублей за смену или 25 тысяч рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией. Компания «Сургутнефтегаз» продала пакет в объеме 1 миллиона голосующих акций. Отчуждение бумаг зафиксировано 6 октября. В сообщении не указывается, какой тип акций продала компания, но ранее «Сургутнефтегаз» сообщал, что по решению Совета директоров готовит к продаже обыкновенные и привилегированные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. Акции компании котируются на московской бирже. Отметим, что уставный капитал компании составляет 43,5 миллиардов рублей. Экспорт природных алмазов из России сократился на 43% по результатам 7 месяцев текущего года. В денежном выражении стоимость драгоценных камней составила 1 миллион 47 тысяч долларов США. Импорт алмазной продукции сократился на 64%. Весь объем поставленных в Россию природных алмазов оценивается в 55 миллионов долларов. На снижение результата повлияло уменьшение оборота алмазов как и экспорта, так и импорта во втором квартале 2020 года. Наиболее интенсивно экспорт алмазов снизился в сторону Китайской Народной Республики. Также во втором квартале не производились поставки необработанных природных алмазов в США, Армению и Великобританию. Новый резидент Тор-Якутия компания «Аврора» запустит до конца года производство ювелирных изделий. Объем инвестиций в проект составит 1 миллион рублей. Производство начнется в ближайший месяц на площадке ювелирно-гранильного кластера CBM. Ювелирные изделия будут представлены под брендом «Аврора Сиберика». При выходе на проектную мощность ежемесячный объем производства составит 70 кг готовой продукции. Планируется создание 21 нового рабочего места. Со временем компания «Аврора» намерена выйти на рынки Европы и Восточной Азии. Компания ТАСС «Юряхнефтегазодобыча» добыла 15-миллионную тонну нефти с начала промышленной эксплуатации Среднебатуабинского нефтегазоконденсатного месторождения. Попутно с нефтью предприятие добыло почти 5,5 миллиардов кубометров газа. За 20 лет разработки добыча на Среднебатуабинском месторождении выросла до 4 миллионов тонн нефти в год. Рост добычи обусловлен вводом новых производственных мощностей. В ближайших планах предприятия завершение строительства газоперерабатывающего завода и системы закачки попутного газа в пласт, что повысит дебит скважин. После завершения строительства всех производственных объектов добычу на Среднебатуабинском нефтегазоконденсатном месторождении планируется довести до 5 миллионов тонн в год. Горнодобывающие предприятия Якутии примут участие в 24-й международной выставке машин и оборудования для всех этапов цикла добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining World Russia. Она пройдет в традиционном офлайн-формате с 20 по 22 октября в Москве. В выставке примут участие более 160 производителей и поставщиков машин и оборудования для горнодобывающей отрасли. Свой визит на выставку запланировали делегации компаний «Алроса», «Полюс», «Селигдар», «Якутский долерит» и другие. Инженерные изыскания проводят на земельном участке будущего мусорного полигона. Он находится на 27-м километре Вилюйского тракта. Работы проводит научно-технологический центр «Стройэкспертиза». Так, на данный момент утверждена посадка объектов, определено место заезда на участок, разработано техническое задание по строительству полигона. Что касается действующего полигона, то глава Якутии поставил задачу ускорить его рекультивацию. Из существующих вариантов предлагается создать площадку временного накопления отходов, либо разместить инсинераторные установки в качестве оптимального решения обращения с отходами до ввода нового полигона.
Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.